Сегодня у нас для разбора одно очень-очень сильное произведение. Это поэма о любви, о потере, о такой верности, которая, кажется, выходит за рамки человеческого понимания. Давайте вместе погрузимся в эту историю. Вот эта мысль, по сути, и есть сердце всей поэмы. Она сразу задает и тон, и главную тему, вокруг которой все будет строиться. Итак, с чего все начинается? Нас погружают в идеальный, просто безмятежный мир, где живут два лебедя. Это мир полной, абсолютной гармонии. Только послушайте, как описывается это место. Кристально чистое озеро, синие горы, легкая дымка тумана. Это такая нетронутая, почти волшебная природа. Мир, где, кажется, не может случиться ничего плохого. И что самое главное, что определяет этот мир — это глубокое всеобъемлющее безмолвие. Это место, куда еще не ступала нога человека. Здесь царят только покой и тишина, подчеркивая, насколько уединенно и самодостаточно живут наши герои. Эта строчка, она говорит обо всем, правда? Они — это единое целое в своем маленьком раю. Их мир замкнут друг на друге, и им этого более чем достаточно. И вот, когда мы полностью погрузились в эту идиллию, все рушится. В этот тихий мир вторгается нечто чужеродное, жестокое. То, что разрушит эту хрупкую гармонию навсегда. Давайте проследим за этой леденящей последовательностью. Повествование как будто специально замедляется, нагнетая напряжение. Шорох, блеск металла и выстрел. Каждый шаг — это шаг к неизбежной трагедии. И после выстрела наступает тишина. Но какая же она другая? Это не то мирное, умиротворяющее безмолвие, что было раньше. Нет, это звенящая тишина шока, пустоты, смерти. Вот он, этот момент. Кульминация жестокости. Обратите внимание, даже природа, сама волна, содрогается, ахает вместе с раненой птицей. Все, гармония разрушена безвозвратно. Теперь все внимание переключается на последствия, на реакцию второго лебедя, того, кто остался жив, на то, что только что произошло на его глазах. Посмотрите, какой поразительный контраст. С одной стороны, холодная, почти механическая точность браконьера. Ловко, точно, скоро. А с другой — интуитивное, всепоглощающее горе лебедя, который в одно мгновение все понял. И дальше происходит нечто невероятное. Лебедь ведь мог бы улететь, спастись. Но нет, он приземляется прямо у ног убийцы и, по сути, предлагает ему свою жизнь. Он понимает, что без любимой полет, да и сама жизнь потеряли всякий смысл. Но что любопытно, убийца, который только что хладнокровно нажал на курок, не может выстрелить во второй раз. Поэт говорит нам, что он любовь оставил в мире жить. Может быть, даже в таком человеке что-то дрогнуло перед лицом такой невероятной преданности. Но история на этом не заканчивается. Сейчас мы увидим ее финал, последний, трагический акт выжившего лебедя, который станет высшим проявлением его верности. Это не порыв отчаяния. Это абсолютно осознанное решение. Он превращает свое горе в решительный поступок. Сначала клятва, произнесенная в небо, а потом следование ей до самого конца. И вот финальный, мощный образ. Он разбивается не где-нибудь, а у самых ног того, кто стал причиной всего этого горя. Это молчаливый, но какой сокрушительный укор. И последнее, что он шепчет, обращаясь к своей погибшей любви, это «прости». Прости за то, что не уберег, или за то, что уходит следом. Этот тихий шепот ставит точку в этой невероятной эмоциональной истории. Так что в итоге все сводится к этому одному понятию — лебединая верность. Благодаря этой поэме это уже не просто красивый образ, а настоящий символ любви, который оказывается сильнее жизни и сильнее смерти. И в завершении нашего разбора, как и полагается в хорошем книжном клубе, давайте оставим вопрос открытым. Что эта история говорит нам о силе любви, о последствиях бездумной жестокости и о том, как один единственный поступок может разрушить целый мир? Пожалуй, это то, над чем каждому из нас стоит задуматься.